Крымские полицейские задержали депутата Алуштинского оккупационного горсовета за организацию несанкционированного митинга. Павел Степанченко организовал сбор граждан против застройки набережной. Полицейские обвинили его в нарушении российского законодательства. Во время разгона полусотни алуштинцев были задержаны 3 человека. Это Леонид Литвинчук, Руслан Маренков и сам депутат. Мне сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что митинг запрещен, при этом не предоставили мне документов. Но, тем не менее, не будем с ними ругаться, пускай послушают нашу встречу, да, может быть, тоже примут правильное решение, что милиция с народом, полиция. Получается, вы совершаете нарушение 54-го федерального закона о собрании общественных митингов. Вы превышаете свои полномочия. Я вам разъясняю ваше... Не надо мне разъяснять. А люди хотят общаться. Дайте народу сказать, чего вы боитесь-то? Пожалуйста, я прошу вас пройти со мной. Я никуда не пойду с вами. Угомонитесь вы, кто идет? Я никуда не хочу. Бери свою руку. Отойдите. Все в сторону, идите. Вы не имеете права. Отойдите в сторону. Смотрите, Саня! Незаконно, ни за что! Все на камере есть, незаконно и ни за что! Что это за безобразие? Парень, что вы творили? Девочки, давайте все напишем на Что, мне начинают угрожать и бить меня? Мне по ноге мне бьет ногами своими. Телефон забрал, бьет ногами меня. Как же вам не стыдно? А как же вам не стыдно? Вы что творите? А? Милиция называется, вместо того, чтобы людям помогать. Вы что творите? Вы что не видите, что на набережной творится, а? Стражи города. Да, они же деньги. Вы что, вы не видите, что на набережной творится? К нам никто не хочет ехать. У вас совести нет. Человек вызван в городдел для... Правильно, ну а встреча с депутатом, это можно проводить? На данный момент всех 3 задержанных отпустили. В 2014 году Павел Степанченко состоял в дружине по обороне Крыма, а также был первым секретарем Алуштинского городского комитета Коммунистической партии Украины. В интернете появились отрывки его выступлений в 2014 году на российских телеканалах. Повалили на пол, стали меня ногами как бы вбивать под сиденье. Вот несколько раз ударили по левой ноге, значит, ударили по яйцам 1 раз, значит, затем привезли сюда, не давали мне позвонить адвокату, значит, через 3 часа мне удалось связаться с присутствующим на данном мероприятии, они позвонили адвокату, адвокат приехал, значит, он меня проконсультировал. Значит, затем следующее было нарушение. Меня удерживали более 3 часов. Меня удерживали 7 часов. Значит, мне удалось позвонить в дежурную часть 102, сообщить о том, что меня удерживают более 3 часов. Значит, ну и не прошло 10 минут, прибегает один из руководителей данного отдела с криками, как вы допустили, что у него в кармане есть телефон. На мой комментарий, а где мой телефон должен быть в вашем кармане? Он говорит, ты мне здесь еще поговори. Всячески угрожали мне влепить 318 статья Уголовного кодекса и так далее. Всю меня одежду разорвали, вот я сейчас покажу, что произошло. Вот, ну, вот новый пиджак был, ну суть не в этом. Вот что от пиджака осталось. Вот джинсы порвали, здесь кое-как ремень слепил, чтобы штаны не спали. Вот, в общем, так. Есть кровоподтеки на спине. Главная цель – это недопущение, да, вот правого сектора на нашу землю крымскую.
И вот они с дубинами, с оружием даже, а вы как организуете? Нет, мы пошли законным путем правовым. Мы, значит, с милицией совместно, 1 милиционер, 4 дружинника, да, и таких патрулей несколько по городу, и мы круглые сутки, значит, да, ездим на автомобилях и, значит, ходим, да, и патрулируем, чтобы не было... Я знаю, вы даже свой автомобиль отдали в эти дружины. Знали то, что за наше, скажем так, за нами стоит Россия, большое государство, которое не даст в обиду русских, потому что русские не имеют права, значит, бросать русских. И сейчас Россия показала то, что мы едины. Вы поймите, правильно, крымчан, нам идти уже дальше некуда. Дальше Крыма это море. Нам надо спасаться от той вакханалии и вандализма, который засел в Киеве. Цель, которую мы перед собой ставили, это обеспечение порядка, да, чтобы те события, которые мы видели в Киеве, что творят эти сатанисты, да, бьют, убивают, чтобы, скажем так, эти события не перекинулись на Киев, на Крым, да.